القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم. День его рождения, день его послания, день его прибытия в Медину, день его смерти, да благословит его Аллах и приветствует. Все было в понедельник. В том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, родился в понедельник, есть единогласное мнение. Если мы посмотрим на историю, то увидим, что месяц Раби' не имел особой важности среди арабов. Он не принадлежал к священным месяцам. Он не был месяцем поста, он не был месяцем особых богослужений, и он не был месяцем хаджа, он не был месяцем умры, и он не был месяцем Рамадана. В месяц Рамадан был предписан пост. Пришел Раджаб, это один из священных месяцев, затем Шаваль, он относится к месяцам хаджа, затем Зулькада, это один из священных месяцев, затем Зульхиджа, также из священных месяцев, затем месяц Мухаррам, один из священных месяцев. Почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не был рожден в исторически важный день? Или в памятный, хорошо известный день? День Ашура — это исторический день, день, в котором Аллах спас Мусу, алейхиссалям, и потопил Фирауна. Это был день, в который, как гласит история, ковчег Нуха, то есть Ной, алейхиссалям, остановился на горе Джудда. Сказано, что в этот день Аллах спас многих пророков, алейхиссалям. Исторически памятный день. Он не был рожден в день Ашура. Это был важный день. Его преимущество было огромно. Его история была славной. Он не был рожден в этот день. И как не был рожден день Арафа, это великий день. Арабы знали его. Ибрахим, алейхиссалям, был там в Арафе, призывая людей на хадж. Он не был рожден в день Арафа. Это великий день. Не был рожден и в день Ашура, это славный день. Также не был рожден и в Раджабе, это священный месяц, хорошо известный арабам. Они знали его величие, славе и достоинстве. Не был рожден и в месяц Рамадан, это месяц поста. Да, пост не был особым для уммы Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Он был общим для всех общин. Фактически пост, как поклонение, был также предписан для прежних общин. Не был особенным для уммы Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Особенность для уммы Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, определена и называется месяц Рамадан. Его рождение не произошло в месяц хаджа. Его рождение не произошло в Зулькаида, священный месяц, в месяц, в котором Аллах говорил с Мусой, алейхиссалям. Месяц, о котором Аллах сказал: «Мы определили Мусе 30 ночей, и после этого и добавили к ним еще 10». И его рождение не произошло в 10-й день месяца Зуль-Хиджа. Это день из благословенных и славных дней. Его рождение не произошло и в месяц Мухаррам. Он был рожден в месяц Раби', незначимый месяц среди арабов. Они не знали его достоинстве, знали его просто как Раби'. У него не было ни большой значимости, ни великой истории. Почему? Потому что Аллах, пречист Он и велик, пожелал, чтобы значимость пророка, саллаллаху алейхи вассалям, была уникальной, не находящейся под влиянием других значимостей. Если бы он родился в день Ашура, некто предположил бы, что достоинство пророка, саллаллаху алейхи вассалям, связано с Ашурой. Если бы он родился в день Арафа, некто предположил бы, что достоинство пророка, саллаллаху алейхи вассалям, связано с днем Арафа. Если бы он родился в 10-й день Зульхиджа, некто предположил бы, что его достоинство связано с 10-м днем Зульхиджа. Если бы он родился в месяц Зулькаида, Зульхиджа, Мухаррам или Раджаб, то это было бы поводом не обращать внимания на особенность времени рождения почтенного Мустафа. Он был рожден в Раби, чтобы его достоинство было независимым и уникальным. Таким путем слава стала независимой и уникальной, не смешанной со славой предыдущих значимых дат. Его рождение произошло в месяц Раби', который никогда не имел каких-либо достоинств, месяц, в котором не совершалось какое-либо громкое событие. Сейчас он особенен из-за воздействия пророка. Это великое достоинство. Таким образом, достоинство пророка стало независимым и уникальным из-за его рождения в этот месяц. Он единственный, кто наделил достоинством время. Не время принесло ему достоинство, а он наделил месяц особенностью и достоинством. Как сказал один поэт:
Своими стихами я не дал награду Мухаммаду, но получил награду своими стихами от Мухаммада. Своими стихами я не превознес Мухаммада, наоборот, я удостоился чести, что мои стихи о Мухаммаде. Вот почему превознесены мои стихи, а не Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Эти выражения этичны, изящны и приятны. Выражения тех, у кого есть вкус. Этот вкус не изучают в медресе, его не учат из книг. Одних лекций для него недостаточно. Этот вкус имеет место в сердце человека. Аллах пречист, Он и велик, оказывает ему честь. Благодаря этому вкусу он получает великое достоинство. Сейчас мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был рожден в месяц Рабиуль-Ауаль, чтобы выделить достоинство и славу пророка, саллаллаху алейхи вассалям, во времени. И время принесло достоинство и славу нашему господину пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Подобно этому, его рождение произошло в понедельник. Он не был особым для арабов. Пятница была намного известнее. Я имею в виду в достоинстве. Достоинство понедельника не было известно. Пятница была более почитаемой арабами. Они называли ее День арабов. Так, пятница – это особый день. Воскресенье – особый день для христиан. Суббота особен для иудеев. Но настал понедельник, чтобы его достоинство и благородство превосходило время. Ничего не было в этом дне, что прибавило бы ему славы, саллаллаху алейхи вассалям. Он тот, кто отправил своего посланника с верным руководством и истинной религией, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями, даже если это ненавистно многобожникам, саллаллаху алейхи вассалям. Короче говоря, слава его благородного посланника во времени, месяце и дне его рождения, эта слава независима и уникальна, саллаллаху алейхи вассалям.